Добрый вечер. Вы смотрите телеканал ЭТР, в эфире Прайм Мацарский, программа, которую веду я, Юрий Мацарский, и пытаюсь рассказать вам о всем самом важном, интересном с того, что произошло за последние дни в мире. Сегодня обязательно и много буду говорить про Афганистан, но нарушать традицию устоявшейся не буду и начну с дайджеста, с таких коротких, интересных зарисовок со всего света. А с самого начала отправляемся в Мексику. Почему в Мексику? Потому что там совсем недавно, 14 августа, отмечалось день крушения Ацтекской империи. Да, 500 лет как нет, как не существует империи ацтеков, 500 лет как испанцы завоевали Мексику. И вот к этому событию приурочено было огромное количество самых разных мероприятий. Например, в Мехико, в столице мексиканской, строили даже копию дворца последних императоров ацтеков. Но самое интересное, на мой взгляд, произошло вовсе не в Мексике, а в самом маленьком штате, не в Мехико, а в самом маленьком мексиканском штате под названием Тласкала. Там решили, используя вот такой вот повод, как крушение индейской, одной из важнейших в Колумбовой Америке империи, использовать для того, чтобы привлечь внимание к тому, что штат Тласкала остается по-прежнему одним из двух всего лишь в Мексике штатов, в котором нет действенного закона, защищающего животных от жестокого обращения. И вот, используя 500-летие фактически появления, вернее, первого шага к появлению современной Мексики как современного государства, активисты, зоозащитники, правозащитники устроили в штате Тласкала вот такой вот марш, устроили вот такое специальное мероприятие, приуроченное как раз к этому странному во многом юбилею, потому что действительно это кровавое было очень событие, почти полностью было истреблено коренное население нынешней Мексики, но тем не менее вот использовали его для того, чтобы привлечь внимание к тому вопросу, который они считают важным, к вопросу защиты прав животных, к вопросу принятия закона, которое защитило бы и собак, и кошек, и других домашних животных от насилия, защитило бы их права. Ливане сейчас куда актуальнее защита прав людей, а не животных. Я уже много в последнее время рассказывал об этой стране, об этой во многом несчастной стране, которая сейчас переживает очень тяжелые времена и экономические, и политические. Случилось вот что. Там в Ливане взорвалась цистерна, которая принадлежала контрабандистам, и при взрыве погибло как минимум 28 человек, и 79 человек были ранены. Считается, по слухам, произошло это потому, что вот военные, которые вы видите сейчас на экране, отобрали у контрабандистов эту цистерну и начали бесплатно раздавать людям топливо, которое в ней находилось. И вот по слухам контрабандистам это не понравилось, они открыли огонь по военным, и одна или несколько из пуль попали в цистерну, та взорвалась, и вот уже в этом взрыве и в огне последовавшем погибли, повторюсь, от 28, а то и может быть больше людей, и еще около сотни получили ранения. После того, как эти слухи получили распространение, люди начали штурмовать дом того человека, которому, по слухам, принадлежала цистерна. Люди начали пытаться захватить этих самых контрабандистов и расправиться с ними. Неизвестно, удалось им захватить контрабандистов или не удалось, но вот дом и автомобили, и другая собственность контрабандистов действительно пострадали, их сожгли или разорили, или разграбили как месть за те действия, которые они совершают по отношению к жителям Ливана, по отношению к ливанским гражданам. Не все в порядке, и огромное число погибших людей еще и на Гаити. Я не так давно рассказывал о том, что там происходило. Там было удавшееся покушение на президента Гаити. Он был убит у себя в резиденции. Страна, по большому счету, сейчас во многом обезглавлена. Там есть только исполняющий обязанности президента. И вдобавок ко всем этим потрясениям и сотрясениям на Гаити обрушилось еще и чудовищное землетрясение. 7,2 балла такая была мощность этого самого землетрясения.
погибших вот сейчас, на данный момент, около 1300 человек. По разным данным, от 1290 до 1400. Вот если так вот округлить, около 1300 человек погибших, хотя, конечно, округление здесь кощунственно. Известно, что пострадавших не менее 7 тысяч, так или иначе, то есть кто-то получил тяжелые ранения и находится, скажем, в больнице, в реанимации, а кто-то получил просто легкие царапины или синяки, но пока это все очень предварительные цифры, потому что разбор завалов может продолжаться не один день и, возможно, не одну неделю, и понятно, да, что с каждым новым днем, с каждым новым разобранным завалом количество погибших и пострадавших, к сожалению, будет увеличиваться. Видите, какие чудовищные действительно разрушения, и возможно, те дома, которые или строения, которые еще устояли, но они уже получили очень серьезные какие-то вот повреждения, они так или иначе будут, скорее всего, разваливаться и дальше, и возможно, что вот этот список погибших и пострадавших, к сожалению, будет расти. Не только на Гаити обрушилась стихия, еще и в Турции. Я уже как-то рассказывал о чудовищных лесных пожарах, которые бушуют в основном на юге Турции. Так вот, пока юг Турции продолжает гореть, на севере Турции, в городах и в областях, в основном расположенных вблизи Черноморского побережья, чудовищные сейчас начались наводнения. Причем эти наводнения, вот вы видите, это съемка с дронов, съемка с вот этих вот летающих машин, позволяющих хорошо рассмотреть, что происходит. Вы видите, что эти сразу наводнения, добавились оползни, огромные разрушения и леса, и посадки сельскохозяйственных каких-то растений. Но в первую очередь жилье. Страдает та инфраструктура, которая использовалась турецкими жителями для передвижения по дорогам, для передачи электроэнергии и так далее. Дома и вся эта людская инфраструктура разрушены или сильно испорчены стихией. Уже известно, что есть погибшие, около 50, согласно тем данным, которые были актуальны на вчерашний вечер и на сегодняшнее утро, погибло. Уже, кстати, я так понимаю, эти данные были опровергнуты, и вот около 50 превратились в около 60. Но опять же, как и в случае с Гаити, эти цифры предварительные и, скорее всего, к сожалению, к большому, будут расти по мере того, как спасатели, по мере того, как специалисты будут бороться с последствиями стихии, будут, к сожалению, находить все новых и новых жертв этого совершенно невозможного какого-то наводнения. Повторюсь, да, на юге бушуют пожары, на севере Турции вот обрушилось наводнение, покрошило вон автомобили, как будто игрушечные, дома размыло так, как будто они из конструкторов построены. Ну, вот спасают людей буквально с вертолетов, с помощью вертолетов, потому что не подъехать, не подплыть к некоторым районам, по которым вот стихия ударила особо сильно, невозможно. Только с воздуха спасать людей, только каким-то образом пытаться их подцепить, поднять и отправить туда, где более безопасно сейчас находится. При всем при этом в Турции же сейчас еще и очень существенный всплеск коронавируса. Страна очень сильно пострадала от ковида. Там больше 6 миллионов зарегистрированных случаев заболеваний и больше 53 тысяч погибших от коронавируса. Германия даже на днях включила Турцию как в перечень стран наиболее опасных для путешествия туда. Там находится Израиль, там находятся Соединенные Штаты и вот Турция. И все те граждане Германии или те граждане Турции, которые приезжают в Германию, или немцы, возвращающиеся оттуда домой, они вынуждены оставаться на карантине, ну, по той простой причине, что да, действительно, коронавирус сейчас опять, вот если посмотреть на официальную кривую заболеваемости, то последние несколько дней в Турции она уверенно ползет вверх. А вот в Соединенных Штатах вроде бы как, несмотря на то, что немцы считают, что эта страна сейчас опять идет к пику заболеваемости, но вот в Соединенных Штатах вроде бы как удалось обуздать эту самую заболеваемость, удалось, скажем так, сбить эту кривую до минимума, и дошло даже до того, что Канада открыла границу с Соединенными Штатами Америки для вот всех желающих. Теперь все американцы, у которых есть право на пребывание в Канаде,
Канаде. То есть, по большому счету, те американцы, у которых есть паспорт, у которых есть удостоверение личности, могут свободно отправиться в Канаду. И это, на самом деле, большущее достижение. Почему? Потому что с марта 2020 года, это больше года прошло, канадская граница была закрыта для американцев, и только те люди, у которых были какие-то, необходимость срочно попасть в Канаду, могли туда попасть. Там был перечень, там очень короткий. Родственники, которые заболели, родственники, которые погибли, срочная необходимость по каким-то бизнес-делам, которые вот прям вот горят в Канаду. Все остальные вынуждены были ждать, пока граница откроется. Кстати, пока вот ждали, пока уже стало известно, что все, канадцы открывают границу, и можно туда ехать с туристическими целями, там что-то купить, просто погулять по канадским городам. И вот к тому моменту, когда стало известно, что граница вот-вот откроется, и к моменту, когда она открылась, вот в этот короткий промежуток, в несколько дней, толпы американцев скопились у канадской границы. Кто-то там жил в автомобилях, некоторые ставили палатки в ожидании того, чтобы первыми или одними из первых оказаться в Канаде, и вот так вот перебрались через границу. Еще одна граница в дайджесте, по-моему, это последняя наша история для сегодняшнего дайджеста. Это, нет, не последняя, это граница между Индией и Пакистаном. Дело в том, что вот совсем недавно, несколько дней назад, обе страны, Индия и Пакистан, отмечали 74-ю годовщину независимости. 74 года назад британцы ушли из британской Индии. Через какое-то время была разделена Индия, Большая Британская Индия, на два государства. На Пакистан преимущественно исламский и Индию преимущественно индуистскую. Вот один единственный погранпереход действует официально между двумя государствами, потому что они находятся в состоянии вялотекущего такого конфликта. И на этом погранпереходе вот так вот пограничники пакистанские, отмечая свой День независимости, передали конфеты и какие-то другие сладости своим индийским коллегам, сделали это все перед камерами, продемонстрировали свои такие дружественные какие-то чувства по отношению к коллегам. Вы видите, это же целый спектакль. Они одеты так, пограничники, не потому, что им так захотелось, а потому, что на церемонию смены караула, которая вот происходит каждый вечер как раз на этом самом единственном действующем погранпереходе между Индией и Пакистаном. Каждый вечер собираются толпы людей. Вот вы видите, эти ворота закрываются, и потом сменяется караул. Индийские и пакистанские пограничники, стараясь перещеголять друг друга и в красоте формы, и в изящности тех движений, с которыми они подходят к воротам или уходят от ворот. Вот устраивают, каждый вечер устраивается спектакль. Я так понимаю, что вот такое вот шествие с флагами, это, скорее всего, не ежевечерняя история. Это история, приуроченная к празднику, к Дню независимости. Но вот такие походы в этих самых шикарных каких-то головных уборах с невероятными плюмажами, с закидыванием как можно выше ног и колен, они происходят ежевечерне. Ну, вот бывают, конечно, еще такие обидные неприятности. Вот женщина с индийским флагом оступилась и упала. Что ж, такое происходит на границе Индии и Пакистана, а в Африке вспышка, как будто одного ковида мало, вспышка уже, казалось бы, забытой болезни под названием Эбола. Дошло до того, что в стране под названием Кот-д'Ивуар впервые за 25 лет обнаружен носитель этого самого заболевания Эбола. Когда-то до ковидную эпоху, в начале 2010-х, наверное, годов, Эбола считалась одной из самых страшных опасностей, которые могут преследовать человечество. В 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель даже через запятую с ИГИЛ перечисляла Эболу как одну из самых больших опасностей, которые сейчас угрожают человечеству. Но тогда удалось ее обуздать, тогда не такой уж страшной она оказалась. Более того, достаточно быстро была придумана вакцина для Эболы. И вот сейчас Гвинея, соседняя с Кот-д'Ивуаром, в которой есть запас таких вакцин, передает Кот-д'Ивуару вакцины, и начинается вакцинация тех людей, которые либо оказались в зоне риска, либо общались с той девушкой, у которой обнаружено, повторюсь, еще раз, впервые за 25 лет обнаружен вирус
эболы в организме. Что ж, это был дайджест. Теперь от дайджеста переходим к большим темам. Начинаем, как я уже обещал, с Афганистана. Все, можно сказать, что предыдущего государства, которое называлось Исламская Республика Афганистан, уже не существует. Уже талибы заняли весь или почти весь Афганистан. Афганистан, самое главное, они заняли все столицы провинции Афганистана, и они заняли Кабул, столицу вообще всего Афганистана. Уже заняли Кабул, из Кабула убежали все, кто только мог, включая уже понятно, что бывшего президента Ашрафа Гани. По официальным данным, он улетел вместе со своим ближайшим окружением в Оман, причем не стал дожидаться, когда к нему придут талибы, сказал, что уезжает раньше, призывает не оказывать сопротивления, хочет, чтобы все произошло максимально мирно. То есть, по большому счету, он сбежал, не дождавшись, когда к нему придут талибы. Что мы видим сейчас? Мы видим, что, фактически огромная и очень хорошо вооруженная армия Афганистана, а в ней было больше 300 тысяч человек. Больше 300 тысяч человек находилось в афганской армии к моменту крушения Афганистана, как того государства, которое было еще до вчерашнего дня. Больше 300 тысяч человек в какой-то момент сдались нескольким группам талибов, в которых по разным данным было от 60 до 80 тысяч человек. В любом случае их было в разы меньше, чем регулярной армии. И вооружены они были прям на порядок или на несколько порядков хуже, чем афганская армия и афганские спецслужбы. У них, например, не было ни беспилотников, ни авиации, ни бронемашин, когда они только начинали они примерно в мае захвата Афганистана. Ничего этого у них не было. Они фактически были вооружены каким-то стрелковым оружием, часто прям кустарного производства, поставленным откуда-то из Пакистана, но очень хорошо они были морально мотивированы, очень хорошо они были подготовлены к той задаче, которую ставили перед собой — захватить Афганистан. Как раз армия и спецслужбы были очень сильно деморализованы. Почему они были сильно деморализованы? Во-первых, потому что большая часть солдат, большая часть младшего офицерского звена, они не понимали, что такое Талибан. Они родились уже после того, как появились на свет, уже после того, как американцы с помощью бесконечных своих бомбардировок и наземной операции выгнали талибов из городов и загнали куда-то в горы. Я напомню, 20 лет назад, в 2001 году, американцы пришли в Афганистан и изгнали талибов куда-то в горы. Те люди, которые служат в афганской армии, либо рядовыми, либо совсем младшим офицерским составом, то есть те, которые действительно, что называется, в поле воюют, они либо родились сразу после того, как талибов изгнали из городов, либо они не запомнили вообще, что такое жить под властью талибов, потому что они были совсем маленькими. Для них это какие-то бабушкины сказки, все те истории про талибов, про то, как они устраивали там сожжение музыкальных инструментов или разбивали спутниковой тарелки, чтобы люди не смотрели телевидение. Они не понимают, как это происходило. Они своими глазами этого не видели, а рассказы кажутся им такими же, как какие-то сказки, которые им родители в детстве рассказывали. Зато они видят, что нынешняя власть в Афганистане во многом ужасно коррумпированная. Они видят ту нищету, в которой живет большинство населения Афганистана, в какую она попадает, эта нищета, в какой она контраст попадает с огромными дворцами и прекрасными бронированными автомобилями, на которых ездила уже свергнута верхушка Афганистана. И в итоге эта моральная такая дилемма: а зачем нам туда идти? Зачем нам поддерживать этих коррупционеров, этих совершенно каких-то оторванных от народа людей? Ради чего нам идти воевать с людьми, про которых мы ничего плохого сказать не можем? Мы про них ничего толком не знаем. Знаем только то, что эти коррумпированные персонажи очень боятся. В итоге это сыграло на руку талибам, это сыграло на руку их наступлению. И действительно, очень часто при наступлении талибов регулярные части либо сбегали куда-нибудь в соседние государства, в первую очередь в Узбекистан или в Таджикистан, либо переходили на их сторону, или просто расходились по домам, бросали оружие, бросали целые склады оружия. Теперь у Талибана есть не только
не только стрелковые какие-то, не только там автоматы и винтовки. У них уже есть вертолеты, у них уже есть беспилотники, у них уже есть какое-то ракетное вооружение, они уже по-настоящему могут сейчас управлять Афганистаном. Конечно, это такой очень существенный провал американской внешней политики, потому что и Дональд Трамп, и, который, собственно говоря, начинал вывод войск из Афганистана, и он еще в феврале 2020 года окончательно решил, что все этот вывод будет устроен и завершен. Он хотел вообще к маю в мае, вернее, этого года полностью вывести американцев. Почему Дональд Трамп считал, что у него все получится? Дональд Трамп договаривался с талибами, его представители ездили в Доху, в столицу Катара, договариваться с талибами и договорились вот о чем. Талибы вроде бы как пообещали Трампу и его администрации, что Афганистан под их властью или те территории, которые находятся под их властью, никогда не будут использованы для подготовки терактов в отношении США или их европейских союзников. В итоге Трамп решил, ладно, пусть они живут там как хотят, если они пообещали нас не трогать, если они пообещали наших европейских союзников не трогать, чего мы будем лезть туда? Значит, обойдемся как-то без Афганистана, значит, будем оттуда выводить войска. Совсем недавно, еще в июне этого года, уже новый президент, нынешний президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, как раз в том числе по поводу вывода войск из Афганистана, говорил, никакой опасности нет, ребята, мы знаем, что 300-тысячная армия, подготовленные, обученные нами спецслужбы удержат талибов, никакого падения афганского правительства не будет, все будет в порядке, все будет так, как мы себе представляем. Будут какие-то небольшие стычки, но власть Ашраф Гани и вообще то правительство, которое мы признаем законом, удержат, ничего не произойдет, не переживайте, все будет хорошо. Теперь получается, что совершенно точно ошибся Джо Байден, когда говорил о том, что не смогут талибы занять весь Афганистан, что Кабул и центральное правительство останутся на месте. Вот он точно в этом ошибся. И, скорее всего, ошибся еще и очень здорово просчитался Дональд Трамп, когда поверил талибам, их обещаниям о том, что не будет использован Афганистан для подготовки терактов в отношении американцев и их союзников. Почему я говорю, что ошибся Дональд Трамп? Потому что уже есть опубликован доклад ООН, согласно которому, по крайней мере, в 16 провинциях Афганистана преспокойно себя чувствуют сейчас бойцы Аль-Каиды. Аль-Каида, спокойно находясь в Афганистане, планируют какие-то свои акции, например, в Индии, например, в Кашмире, который у Индии оспаривает Пакистан. И никто не может помешать в этой самой Аль-Каиде планировать еще и акции против американцев или против их союзников где-то за пределами индийского субконтинента, за пределами Центральной Азии. Ну, а достаточно вспомнить то, что в соседнем Центральной Азии регионе, на Ближнем Востоке есть огромное количество американских баз и в Катаре, и в Кувейте. Кстати, вот самолеты, которые пытались каким-то образом, американские самолеты, задержать наступление талибов, которые бомбили их, они как раз взлетали с катарских авиабаз американских. И, соответственно, ну вот кто может гарантировать того, что какие-то из тех представителей Аль-Каиды, которые сейчас преспокойно себя чувствуют и хорошо живут на территории Афганистана, не устроят что-то в отношении тех же самых баз американских в Катаре или каких-нибудь американских союзников, там же находящихся в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Таких гарантий нет, поэтому сейчас мир вступает в очередной раз в такую эпоху бесконечной турбулентности. Все. Афганистан вновь вернулся, как это было с 1996 по 2001 год, под власть талибов. Эту власть какое-то время не будет признавать, наверное, почти ни одно из правительств. В конце концов, кстати, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия признали власть талибов в Афганистане, тогда еще в 90-е. Плюс ко всему неофициально были контакты с целым рядом других государств, в первую очередь центральноазиатских. Сейчас, скорее всего, будет что-то подобное. Сейчас все будут фыркать и отворачиваться и говорить о том, что мы не хотим с ними дружить, они террористы, они свергли незаконно
избранную власть, но так или иначе потихонечку начнут наводить мосты. Мы это видим уже, например, по примеру, прошу прощения за тавтологию, того, как Россия наводит мосты с Талибаном. Россия и Китай — единственные страны, которые не просто не эвакуировали свои посольства из Кабула перед тем, как Кабул оказался занят талибами, а еще оставили их открытыми. Россия уже так потихонечку забывает о том, что официально на территории этой страны Талибан признан террористической организацией, уже заявляют о том, что будем сотрудничать, будем как-то наводить мосты и так далее. Почему? Потому что Россия очень боится того, что Талибан вновь наладит сотрудничество с северокавказским подпольем. Тогда, в конце 90-х, в начале 2000-х, Талибан открыто поддерживал северокавказское, в первую очередь, чеченское подполье. И деньги поставлял, и вооружение поставлял, и использовали бойцы этого подполья тренировочные базы подготовки на территории Афганистана. То есть, по большому счету, Афганистан был таким важным, едва ли не главным, возможно, самым главным подспорьем для вот той партизанской борьбы, которая велась на территории Северного Кавказа и частично еще других российских регионов. И россияне сейчас очень боятся, страшно боятся, что Афганистан вновь станет играть вот эту вот важную роль в подпитке идеологической, материальной и оружейной российского подполья на Северном Кавказе, возможно, еще и в Поволжье. Поэтому они сейчас будут всячески задабривать талибов, всячески демонстрировать свою готовность с ними сотрудничать, с ними дружить, защищать их где-то там на международной арене, на дипломатических каких-то фронтах, надеясь, что в обмен талибы не начнут поддерживать, вновь не начнут оказывать поддержку тому самому подполью, которого Россия страшно боится, с которым не знает, что делать, который не умеет побеждать, который вот умеет вот буквально только загонять куда-то еще дальше. Ну вот сейчас будет пытаться помириться с когда-то главными спонсорами и когда-то главными партнерами своего же собственного подполья. Посмотрим, что из этого выйдет. Это действительно интересный момент. Что ж, из Афганистана переносимся в еще одну беспокойную точку на глобусе, переносимся в Ливию. Североафриканская страна, которая с 2011 года, после крушения режима Каддафи, находится в каком-то постоянном беспокойстве, в каком-то постоянном таком режиме то бесконечных войн, то каких-то восстаний, то попыток установления мира. Но в любом случае ничего из этого не выходит, никакой мир не устанавливается, страну продолжает трясти, причем страну еще продолжает трясти во многом потому, что на ее территории действует огромное количество наемников, выполняющих какие-то сиюминутные задачи, в том числе в интересах, например, России. Россия делает ставку, как выяснилось недавно, на сына Каддафи, сына свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, которого зовут Сейф аль-Ислам Каддафи. Очень интересный человек с невероятно такой извилистой биографией. Так вот, выяснилось, что ни для кого не секрет, что в Ливии уже несколько лет активно воюют представители российского ЧВК «Вагнера». Это фактически наемники, считается частная военная компания «Вагнера», но дело в том, что в самом российском законодательстве нет ничего, касающегося частных военных компаний. Более того, есть статья, карающая за наемничество, то есть за участие в военизированных формированиях, в боевых действиях за деньги. По большому счету, все вот эти вот персонажи из ЧВК «Вагнера» с точки зрения российского государства уголовники. И вот Россия отправляет этих уголовников воевать за свои интересы и продвигать на высокую, на самую высшую должность в Ливии человека, который, собственно говоря, очень и очень, скажем так, двусмысленно, этого самого Сейф аль-Ислама Каддафи. Я сейчас чуть поподробнее расскажу и о Сейф аль-Исламе, и о том, что делают для его продвижения вагнеровцы. Давайте только короткий сюжет посмотрим о наемниках и об истории вообще этого явления.
Наемничество – одно из древнейших занятий человечества. В самых ранних дошедших до нас памятниках литературы частенько упоминаются люди, принимающие участие в битвах не из патриотизма, желания защищать свой дом или наказать обидчиков, а ради денежного вознаграждения. Так именно наемники являются главными героями самого известного произведения древнегреческого писателя Ксенофонта «Анабасис». В этой книге изложена история злоключений греческих воинов, нанятых персидским царевичем Киром-младшим, который мечтал захватить трон, но погиб в бою. Преемники греков, римляне, предпочитали не сами идти в наемники, а платить представителям других народов за участие в войнах на их стороне. Так, покорив Центральную и Северную Европу, римляне взяли за правило платить вождям одних германских племен за то, чтобы те защищали римские поселения от набегов других германцев. Наемники вскоре решили, что им мало одного лишь денежного довольствия и начали требовать равных прав с римлянами. Империя ответила резнёй зарвавшихся германцев. Отношения с ними были испорчены навсегда, и в 410 году нашей эры отряды вестготов, среди которых наверняка были и потомки римских наемников, захватили и разорили Рим, уничтожив древнюю империю. От собственных наемников пострадал и заклятый враг Рима Карфаген. Тамошние правители всегда предпочитали воевать чужими руками и не скупились на зарплаты нанятым за границей солдатам и офицерам. Но после поражения от римлян в Первой Пунической войне Карфаген оказался разорен. Наемники остались без зарплаты и взбунтовались. Бунт перерос в настоящую войну, которая едва не закончилась крушением Карфагена. Византийская империя, власть в которой распространялась на территории, прежде управляемые Римом и Карфагеном, тоже знала толк в наемниках. Византийским императорам служили норманы, англичане и даже жители Киевской Руси. Все вместе они назывались варяжской дружиной, и следы их пребывания до сих пор заметны в Стамбуле, городе, который под названием Константинополь много веков был столицей Византии. Так, в мечети Айя София до сих пор можно найти выцарапанные на стенах скандинавские руны, относящиеся к 11-12 векам. К слову, наемников хватало и в армии османского султана Мехмеда II, который уничтожил Византийскую империю и в 1453 году захватил Константинополь. Даже огромную пушку «Базилика», разрушившую одну из стен города, для султана сделали наемники под руководством венгерского инженера Урбана. Кстати, сначала Урбан предлагал свои услуги защитникам Константинополя, но у них не нашлось достаточно денег, и инженер ушел к их врагам. В средневековье по дорогам Европы скитались в поисках богатого нанимателя целые армии профессиональных военных. Одна из самых известных из них, Белая рота, прославилась особенной беспринципностью. Ее предводители порой заявлялись к осажденным городам и устраивали аукционы между осажденными и осаждающими, и выступали на стороне тех, кто готов был заплатить больше. В составе Белой роты воевали итальянцы, венгры, шотландцы и французы, но больше всего там было англичан. Именно эти англичане обогатили множество языков словом «фрилансер», которым сейчас называют внештатных работников. Буквально означающее «вольный копейщик», оно изначально использовалось для описания наемников, готовых предоставить свое копье и умение им пользоваться в распоряжение любого, готового заплатить за это деньги. Никколо Макиавелли в главном своем труде «Государь» предупреждал об опасности использования наемников. Он писал, что этим ненадежным, недисциплинированным и не боящимся Бога людям ничто не может помешать в самый ответственный момент перейти на сторону готового заплатить больше врага или попросту сбежать с поля боя. Но одна категория наемников опровергает слова великого мыслителя. Швейцарские наемники, первыми среди европейцев, овладевшие мастерством использования алебард, прославились как верные долгу и бесстрашные солдаты. Европейские правители нанимали швейцарцев как минимум с XIV века, а в 1506 году швейцарская гвардия стала официальной охраной Папы Римского. И эта привилегия сохраняется за швейцарцами и по сей день. Папская
гвардия не принимает, как в прежние века, участие в битвах и осадах, а лишь повсюду сопровождает понтифика. Так что сейчас ее бойцов и наемниками сложно назвать. Но институт наемничества никуда не делся. Самые разные солдаты удачи принимали участие в войнах, гремевших в последние десятилетия в Азии, Африке, разваливающейся Югославии и в других горячих точках. В 1989 году Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Эта конвенция вступила в силу через 20 лет после ее принятия, а соблюдать ее подписание обязались меньше 3 десятков государств. Такие страны, как США, Россия и Великобритания от ратификации конвенции отказались, а среди тех стран, что взяли на себя обязательство следовать ограничениям ООН, есть те, которые эти обязательства регулярно нарушают. К таким можно отнести, например, Сирию и Ливию. Так вот, наемники той же самой ЧВК «Вагнер» уже много лет присутствуют в Ливии, и сейчас становится более-менее понятно, что эти люди там делают и как они, ради кого они там, собственно говоря, воюют. Дело в том, что совсем недавно, буквально несколько дней назад, журналистам BBC местные жители, ливийцы, передали планшет, который был найден, судя по всему, на одном из мест базирования этих самых российских наемников, которые уже Ливию покинули, скорее всего, или, по крайней мере, передислоцированы в какое-то другое место. Но один из этих бойцов забыл планшет, и вместе с планшетом, я так понимаю, что либо в одной сумке с ним, либо где-то в обложке от этого планшета были еще и документы с запросом на предоставления техники и вооружений на русском языке. Так вот, этот планшет сейчас находится в распоряжении журналистов BBC. Я поговорил с одним из этих журналистов, с Ильей Барабановым, который занимался изучением содержимого этого самого планшета, который очень много интересного рассказал. Ну вот что, например, интересно. В этом самом планшете есть целые карты минных полей, есть целые планы, схемы размещения этих самых минных полей. Причем, получается, если верить картам из этого планшета, то эти минные поля были установлены в первую очередь в жилых кварталах. То есть, по большому счету, эти самые наемники совершали одно из самых страшных военных преступлений. Они, по большому счету, вели войну, или, по крайней мере, вели войну против гражданского населения, или, по крайней мере, ставили в существенную опасность жизни и здоровья гражданских жителей Ливии, которые не принимали участие и не принимают участие в вооруженном конфликте. Что еще интересно? Там есть целые схемы использования мин, есть целые схемы использования самых разных боеприпасов, и плюс ко всему есть еще и обозначение, опять же, карты и схемы части ливийской территории, на которых указано место расположения тех или иных бойцов ЧВК «Вагнера» по их позывным. Дело в том, что для того, чтобы максимально не выдавать себя, для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, значит, эти люди пользовались и пользуются до сих пор сложной системой кодов. На самом деле сложной я немножко приукрасил. Они придумывают друг другу клички, как рассказал Илья Барабанов, тот журналист, который занимается исследованием и ЧВК «Вагнера», и того самого планшета, который оказался в распоряжении BBC. Их порядка 10 тысяч человек сейчас «Вагнер». Ну, то есть не сейчас. Вот с момента появления ЧВК «Вагнера» примерно в 2014 году по сегодняшний день, по 16 августа 2021 года, через эту структуру, через структуры «Вагнера» прошли около 10 тысяч человек. У каждого из них были какие-то свои клички, какие-то свои позывные, которые использовались в том числе для обозначения нахождения этих людей на карте Ливии. Любопытно, что еще и для обозначения стран, в которых воевали наемники, тоже используется код, который достаточно, в общем-то, легко вскрывается. Ну например, для операций в Ливии использовалось обозначение Липецк, и в тех запросах, которые отправлялись куда-то в
к российскому командованию, просили, значит, вагнеровцы предоставить им оружие, какие-то транспортные средства, рации для продвижения в направлении Липецка. То есть вот так вот это звучало. Другие страны, другие государства, на территории которых тоже воевали ЧВКшники, имели свои обозначения, но тоже, в общем-то, достаточно это все было легко раскрывать. Так вот, BBC и, в первую очередь, арабская служба BBC опубликовали достаточно большой, посвященный этой находке, этому планшету фильм, в котором рассказали как раз о том, где могли находиться в то или иное время российские наемники, чем они могли заниматься, какие конкретные боевые задачи были перед ними поставлены. И вскоре после того, как все это было опубликовано, вскоре после того, как весь мир увидел, и все те, кто хотел увидеть и узнать, что происходило в Ливии в последнее время, увидели и узнали. Генеральная прокуратура Ливии, той ее части, которая, вернее, Генеральная прокуратура подконтрольна тому правительству, которое основной частью мира признается законом, объявила о том, что теперь объявляет в розыск Сейфа аль-Ислама, одного из сыновей покойного уже Муаммара Каддафи, подозревая его в связях с российскими наемниками из Вагнера. Сейф аль-Ислам. Нужно рассказать несколько слов об этом человеке. Он был одним из сыновей Каддафи. У него было очень хорошее образование. Он учился в Великобритании. Он достаточно отличался такими либеральными взглядами, хорошими манерами. И именно с ним в западной политике связывали надежды на некую такую либерализацию Ливии, на некий отход от тиранического правления, которым отметился его папа. Но эти надежды не оправдались. Дело в том, что в 2011 году, еще тогда, когда старший Каддафи был у власти, но уже начались революционные действия, боевые действия и восстания в стране, именно Сейф аль-Каддафи отметился приказами, отметился распоряжениями о максимально жестоком подавлении всех вот этих вот протестов. Сам он утверждал, что он ничего такого никогда не делал, но те свидетельства, которые были предоставлены обвинением, вот этих свидетельств было достаточно для того, чтобы его заочно, еще до победы революции, революционный трибунал приговорил к смертной казни. Что самое интересное, Сейф аль-Ислам попался в руки повстанцам, но не был казнен по каким-то причинам. Его никто не стал убивать. Он 6 лет провел в заключении. После этого он был выпущен и какое-то время прятался, судя по всему, либо где-то в Ливии, либо где-то в какой-то из соседних африканских стран в подполье. Но из этого подполья он все время подавал через своих каких-то пресс-секретарей, через своих юристов, через каких-то своих связных, постоянно подавал разные противоречивые сигналы. Кто-то из этих юристов говорил: вы знаете, Сейф аль-Ислам собирается стать президентом Ливии, будет выставлять свою кандидатуру на высший пост в стране. Потом какой-то другой человек, связанный с Сейфом аль-Исламом, рассказывал о том, что нет, ничего такого нет, он не хочет, он устал, он хочет пожить для себя, давайте не будем обращать внимания, это какие-то, значит, провокаторы делают заявление от его лица. Но вот совсем недавно, вот буквально несколько недель назад, в интервью американскому журналисту, которому удалось увидеться, что называется, глаз на глаз с Сейфом аль-Исламом, тот подтвердил, что он собирается идти на выборы, что он будет выдвигать свою кандидатуру, и что отправленная от его лица еще в 2019 году заявка на регистрацию на выборах действительно от него, и он хочет избираться и быть президентом Ливии, как когда-то был его отец. Правда, у отца не было никакого поста. Он официально вообще был, в принципе, как-то у него он был там дорогой брат или что-то такое, революционный брат. То есть формально он не занимал никаких высших постов в государстве. А вот сейчас его сын хочет уже даже формально получить этот самый высший пост в Ливии. Вот, собственно, сложились следующие компоненты. Сначала всплыла история про вагнеровцев, которые, вот, судя по всему, очень активно участвовали в боях на территории Ливии. Теперь всплыла история с Сейфом аль-Исламом Каддафи, который хочет стать президентом. Прокуроры сложили 2+2. Обнаружилась еще история о том, что в 2019 году был арестован один из российских политтехнологов, который приезжал в Ливию и тогда
стало известно, что он должен был участвовать в раскрутке, в продвижении этого самого Каддафи-младшего. Тогда выборы должны пройти были еще в 2019 году. Их несколько раз переносили из-за боевых действий, из-за нестабильности, из-за ковида. В итоге они должны пройти в декабре этого года, то есть через несколько месяцев. И прокуроры решили, что все это не просто так, совпадения не случайны, и что на самом деле этого самого Сейфа аль-Ислама продвигают россияне с одной единственной целью – посадить на высший пост в Ливии свою марионетку, с его помощью спокойно распоряжаться как природными ресурсами в Ливии, а в Ливии одна из самых чистых, самая чистая нефть, один из самых чистых сортов нефти добывается именно в Ливии, который очень востребован на международном рынке. В Ливии огромные запасы сейчас есть пресной воды, которая тоже страшно в условиях засушливой Африки, в условиях изменения климата будет страшно востребованной, страшно дорогая. Кроме того, Ливия, это по большому счету очень важный с геополитической точки зрения такой объект, потому что рядом Египет, рядом Средиземное море, вообще вход в Африку именно через Ливию осуществляется. Можно контролировать все миграционные потоки, которые идут из Центральной и Южной Африки, из Северной тоже в Европу. В основном это все происходит через Ливию, от побережья Ливии отправляются все эти караваны мигрантов. И вот россияне решили, судя по всему, по крайней мере, так считают в ливийской прокуратуре, решили посадить своего человека, Сейфа аль-Ислама Каддафи, на высший пост в Ливии для того, чтобы контролировать все то, что только можно контролировать. Но вот прокуроры несколько подпортили ему эту игру. Он так и остается сейчас Каддафи-младший в подполье. Понятно, что после заявлений прокуроров он не будет носа оттуда казать, что он будет оставаться там и в подполье какое-то время. Но интересно, кстати, если не перенесут выборы, если все-таки они пройдут в 2019 году, как и планировалось, будет ли допущен до них Сейф аль-Ислам Каддафи? И если будет, то какое место займет? Сколько процентов ливийцев готовы будут проголосовать за отца диктатора, который 40 лет держал Ливию в страхе и в ужасе, плюс ко всему, за сына, прошу прощения, диктатора, плюс ко всему этот сын еще сам, судя по всему, отметился, имел прямое отношение к совершенным отцом преступлениям. В любом случае, мимо нас это не пройдет. Ждем развития истории ливийской, следим за развитием судьбы Сейфа аль-Ислама Каддафи, а сейчас переносимся в Европу, в Германию, в ФРГ. Почему мы переносимся в ФРГ? Потому что на прошлой неделе был один из самых знаковых дней юбилеев в современной истории вообще всего западного мира. В Германии, в Берлине отметили 60-летие строительства Берлинской стены, которая, фактически разделила, понятно, что она разделила только один город на две части, но плюс ко всему она еще и послужила символом разделения мира на свободную демократическую часть и советскую или просоветскую несвободную часть. У нас есть сюжет о Берлинской стене, давайте посмотрим его, а потом еще несколько слов расскажу о праздновании этого грустного юбилея. После поражения нацизма по итогам Второй мировой войны не только Германия, но и ее столица оказались разделены между союзниками по антигитлеровской коалиции. Берлин, окруженный советской зоной оккупации, оказался буквально расколот на две половины. В восточной правила администрация, назначенная из СССР, в западной – британцы, американцы и французы. В первые послевоенные годы особых проблем это не создавало, но с течением времени трения между Советами и западными демократиями становились все очевиднее. Иосиф Сталин отказался от американо-британского плана восстановления Германии и даже пытался распространить власть Москвы на западную часть Берлина, ради чего в 1948 году устроил блокаду, не подчиненной ему половины немецкой столицы.
Блокада эта к ожидаемому результату не привела. Союзники удержали доставшиеся им части города, не отдав Сталину ни одного метра земли. В мае 1949 года Советы вынуждены были снять блокаду, а уже в октябре того же года провозгласили создание на оккупированной ими части немецких земель Германской Демократической Республики. Западный Берлин оказался в самом центре нового враждебного ему государства. Поначалу граница между ГДР и остальной Германией была скорее номинальной. Немцы и даже некоторые представители оккупационных администраций могли свободно пересекать ее, не оформляя никаких дополнительных документов, кроме гражданских паспортов, и не получая никаких особых разрешений. Однако вскоре советские дипломаты стали сообщать в Москву, что отсутствие реальной границы дает немцам возможность сравнить капиталистическую и социалистическую части Германии. Причем подавляющее большинство жителей разделенного государства отмечали, что капиталистическая Германия развивается куда успешнее и предоставляет своим гражданам куда больше возможностей, чем социалистическая. В 1952 году свободное перемещение через границу было закрыто. ГДР отгородилась от соседей целой системой пограничных укреплений. При этом Западный Берлин оставался под управлением администрации, назначенной представителями демократических стран, и был настоящим островком капиталистического мира, со всех сторон окруженным социалистической Германской Демократической Республикой. Немцы из ГДР могли свободно попасть в Западный Берлин, а оттуда на самолете перебраться в Западную Германию или другие демократические государства. Коммунистические власти Восточной Германии и их советские кураторы жаловались в Кремль на постоянную утечку мозгов на Запад. Молодые амбициозные немцы тысячами уезжали из ГДР через Западный Берлин. Этот процесс пытались остановить за счет ужесточения правил перехода из одной части немецкой столицы в другую, но так как физических препятствий для желающих оказаться на Западе не существовало, то и ужесточение это мало кто заметил. В конце концов, в 1961 году строители из ГДР приступили к возведению стены между двумя частями Берлина. Инициировал это строительство советский лидер Никита Хрущев. В общении со своими подчиненными он указывал на то, что Запад не сможет помешать возведению барьера. К власти в США тогда только прошел Джон Кеннеди, которого Хрущев считал слабым и трусливым политиком. Несмотря на то, что советский лидер был в корне неправ, и Кеннеди никогда не был ни слабым, ни трусливым президентом, Штаты действительно не стали мешать возведению стены. Восточно-германская и советская пресса сообщали, что строительство стены необходимо для недопущения на территорию ГДР фашистских западных агентов. Социалистическая пресса даже придумала особый пропагандистский штамп для обозначения стены – антифашистский оборонительный вал. Стена, протянувшаяся почти на 150 километров, представляла собой целый комплекс сооружений, состоящих из нескольких бетонных барьеров, установленных вплотную друг к другу противотанковых ежей, напольных покрытий, утыканных гвоздями и проволочных изгородей, по которым постоянно шел ток. Ее постоянно патрулировали вооруженные пограничники с собаками. В день начала строительства стены прекратилось автомобильное и железнодорожное сообщение между двумя частями Берлина. Поезда берлинского метро перестали ходить из одной части города в другую. Ближайшие к стене дома были расселены. Уголовный кодекс ГДР угрожал 10 годами тюрьмы каждому, кто попытается нелегально пересечь стену. Тем не менее, побеги случались, и в западную часть Берлина смогли перебраться несколько тысяч человек. Многие, однако, погибли, так и не перейдя границу. По разным данным, от пуль пограничников и от ударов током погибло от 140 до 1500 человек. В 1989 году под воздействием идущей в СССР перестройки в ГДР произошла мирная демократическая революция. После многотысячных митингов с требованиями немедленной демократизации и отмены всех видов цензуры просоветское правительство ушло в отставку. Советы, ослабленные собственными экономическими и социальными проблемами, не стали вмешиваться в немецкие события.
Благодаря этому новое правительство Восточной Германии, формально это были члены просоветской социалистической единой партии, но формальности уже были отброшены, смогло объявить об отмене особого режима прохода на Запад. 9 ноября 1989 года пункты пропуска в Берлинской стене были открыты для всех. Тогда же, силами сперва простых немцев, а затем уже и государственных подрядчиков, начался демонтаж сооружения, ставшего настоящим символом железного занавеса, на десятилетия разделившего Европу. Так вот, в этом году, естественно, 60-летие не могли пропустить власти Германии. Там прошли памятные, конечно же, мероприятия рядом с тем местом, где сохраняются еще куски стены. Они ее сохранили, немцы. Часть, конечно же, не выполняет той функции, не разделяет город надвое. Но вот они остановили, оставили, сохранили, как назидание, как напоминание о том, к чему приводят, собственно говоря, эксперименты с государственным устройством. Было много сказано слов о том, что такое не должно повториться. Напоминалось о том, что, собственно говоря, вот это вот социалистическая ГДР мало чем отличалась по подходам к частным свободам, к свободам и правам граждан от нацистской Германии. И, в общем, все грандиозно обещали друг другу никогда ничего подобного не повторять. Кстати, замечу, если мы уже начали о стенах, я замечу, что именно сегодня, 16 августа 1945 года, впервые была произнесена фраза «железный занавес». Уинстон Черчилль, тогда еще премьер-министр Великобритании, выступая перед депутатами британскими, произнес эту фразу, рассказывая о том, что над Восточной Европой опускается железный занавес. То есть, что Восточная Европа по итогам победы над нацистской Германией и после того, как Советский Союз захватил значительную часть территории той самой Восточной Европы, теперь будет существовать в полном отрыве от свободного мира. Теперь эта территория, по большому счету, превращается в большую тюрьму. Стоит отметить, что это происходило еще до окончания Второй мировой войны. До конца Второй мировой войны еще оставалось пара недель, потому что уже, в мае были разбиты нацисты, они подписали капитуляцию, но война против Японии еще продолжалась, но Черчилль уже понимал, к чему идет дело. Вот такой вот был прозорливый политик. Я на этом прощаюсь. Увидимся через несколько дней в эфире телеканала АТР. Всего хорошего.